Итак, послание высших сил, мои дорогие, послание высших сил, что вам хотят сказать высшие силы сейчас. Ой, какая это колода, вы знаете, ну как же я ее люблю. Вот это, кстати, автор Сэм Рук, да, Саманта Рук. Ой, какая она хорошая, как она хорошо составляет колоды, какие у нее все необычные, красивые, все с инопланетянами, да, всякими. Помните, у меня еще есть такой Таро Squid Cake, потом, значит, Квир, по-моему, называется Таро, там с инопланетянами. Ну, классно, она вообще такая интересная художница и составитель. Классная. Она в Австралии, по-моему, что ли, живет, я так поняла. Ну, вот издательство Rockpool. Вот Rockpool. У меня очень много колод от Rockpool. Классные колоды, они так хорошо печатают вообще. Вот мне нравится Аркана Сакра и Rockpool. Итак, значит, послание высших сил в парке. Итак, что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас? Вот так мы сделаем с вами. Вот. Ага, правосудие, да, справедливость. Но это у нас для весов послание, конечно. Стойте на своем, дорогие весы, несмотря ни на что. Возможно, вы участвуете в каких-то разбирательствах, там, правовых разбирательствах, судебных процессах. Знаете, правда на вашей стороне, вы бы и не пошли разбираться, если правда не была на вашей стороне. Вы обретаете мощь, силу, да, чтобы справляться с чужими ошибками, нарушениями в вашу сторону. И высшие силы хотят вам помочь, чтобы вы выигрывали любые такие юридические споры. Ну и также это вообще юридическая работа, работа в государственных учреждениях или там, где все регламентируется постоянно законом, где отчеты надо сдавать. Если вы так работаете, вы прям поцелованы Богом. Я вам скажу, что вам будет хорошо вести, и вы будете хорошо зарабатывать, да, мои дорогие. С весов у нас сегодня все началось, да. Дальше у нас, значит, 12-й аркан. 12-й аркан – это послание для всех. Я вам так хочу сказать, мои дорогие, что чтобы что-то сделать в этой жизни, высшие силы намекают, да, во-первых, мысли креативно. А во-вторых, если у тебя большая цель, знаешь, что тебе нужно чем-то пожертвовать ради этой цели. Вот. Если тебе необходимо повисеть и подумать, так и сделай. Не нужно торопиться. Не нужно в попыхах что-то делать, потому что ты сделаешь все гораздо лучше и качественней, если повисишь и подумаешь. Это для всех знаков было. Дальше, значит, рыцарь мечей. Ну, конечно, это послание для близнецов, водолеев, весов, козерогов и скорпионов. Рыцарь мечей показывает, что скоро неожиданности ждите от какого-то человека. Возможно, это мужчина, но также может быть и женщина. А здесь наш кентавр еще и в положении, поэтому может быть неожиданное прибавление в семействе или у кого-то из близких, а может быть и у вас. Но также это какое-то как неожиданное появление перед вами человека, вот новости от человека, от которого, может быть, вы и не ждали никаких новостей или информации, да? Может быть, письмо какое-то придет, документы какие-то придут неожиданные совершенно для вас, вот. Или человек придет в гости, или вдруг объявится какой-то, да. Но иногда карта может показывать, что кто-то вас пытается в чем-то обвинять, да. Ну, правда на вашей стороне, а вы, как говорится, от всех отлаетесь спокойно. Но вообще, видите, такой вот в этой колоде рыцарь мечей все-таки такой спокойный более, да. Все-таки больше-то именно намекает на положение. Поэтому я думаю, что чаще всего тут будет знак прибавления, неожиданного прибавления в чем-то в вашей жизни, плодородия, да? Так, дальше. 10 кубков. Раки, скорпионы, рыбы. Да? Карта прекрасная. После периода гроз, бури, невзгод в вашей жизни на небе наступает, как выходит, да, радуга. Очень благоприятный период и для создания семьи, и для обустройства дома, и для устраивания праздников семейных. Но также это просто счастливый момент в жизни, да? Скоро все будет хорошо, гармонично, все успокоится. И самое главное, в личной жизни и в семейной жизни все наладится, мои дорогие. Паж кубков. Паж кубков, опять же, раки, скорпионы, рыбы, да? Карта показывает, скоро вас ждет приятный сюрприз.
Может быть признание в любви, может быть любовное письмо о чувствах, да, об эмоциях, которые переполняют. Знакомство, ну такое счастливое, удивительное знакомство, необычное совершенно. Также, значит, для мужчины у него будет очень красивая женщина или девушка, или его девушка или женщина станет хорошеть с каждым днем. Ну и удивительный сюрприз в виде подарка, да, может быть какой-то подарок скоро вам преподнесет кто-то, кем вы очень дорожите. Или жизненный сюрприз, может быть прибавление, да, очень хорошая карта. Десятка жезлов. Десятка жезлов – это овны, львы и стрельцы. Карта показывает, что вы взяли на себя слишком много. Но раз вы уже это взяли, нужно дотянуть, дотащить уже, да, до дома. Эти 10 жезлов. Вы перегружаетесь, вам тяжело, но высшие силы помогут вам доделать все дела, мои дорогие. Хочу уточнить карту. И тут 4 кристаллов. Мало того, что вы тащите непосильный груз, это все ради небольших накоплений денег. Да, вы накопите нужную сумму, мои дорогие овны, львы и стрельцы, и купите себе что-то такое, то, что вам нужно, да, важное что-то. Не знаю, там, диван или холодильник, или, может быть, автомобиль или мотоцикл. Вот. Но оно того стоит, да, но будет, конечно, трудно. Но деньги эти вы заработаете. Высшие силы вам помогут их обрести. Сундук с деньгами. Хорошо. Следующая карта – 3 жезлов. Опять же, это овны, львы, стрельцы. Карта показывает долгожданную, может быть, беременность, прибавление. Да? Но также это ведь беременность, она просто энергия плодородия, изобилия, хорошая идея, которая принесет доход. Возможно, скорая поездка или даже переезд. Стройте планы на будущее, мои дорогие. Высшие силы на вашей стороне. Если вы захотите сменить работу или начать бизнес, особенно торговлю, высшие силы будут сопровождать вас во всем и принесут вам большую удачу. Так, хорошо. Над нами утка посмеялась только что. 2 жезлов. Это опять же овны, львы, стрельцы. Карта показывает, что скоро придется сделать выбор, одно из 2. Строить, опять же, планы на будущее, и даже можно писать бизнес-план или какой-то чек-лист на вашу ближайшую работу. Карта показывает, вот, опять же, и дорогу какую-то, да, собирайтесь в путь. Но видите, у него 2 грамоты. Может прийти 2 бумаги или какие-то хорошие, интересные новости в очень скором времени. Также мы видим кого-то очень любопытного, да. Вот кто-то интересуется вашей жизнью, и вы можете об этом узнать и даже пообщаться с этим человеком. 8 кристаллов. Девы, козероги и тельцы, да? Особенно козероги. Работа, еще раз работа. Мои земные знаки зодиака. Скоро у вас что-то будет улучшаться в работе. Вы будете прям на коне, я бы сказала. Много будете работать, вас будут ценить как профессионала, вы заработаете кучу денег. Но если у вас сейчас решается что-то с работой, вот как раз карта говорит, что вы решите вот все очень в положительную сторону. Или даже кто-то вам поможет с работой, с бизнесом. Ну и действительно тут идет, ну, как бы такой момент, что вас могут наградить за ваши труды, за то, как вы хорошо и правильно все делаете. Какие вы мастера. Ну правильно, земные знаки – это самые лучшие, так скажем, работники, мастера, бизнесмены. Паж жезлов. Овны, львы, стрельцы. Неожиданное знакомство в очень скором времени. Не исключено, что для личных отношений. Даже, может быть, если вы замужем, женаты, кто-то будет мечтать, чтобы вы стали любовником или любовницей для этого человека. Ну, а если вы еще молоды, и у вас еще там, нет пары, карта показывает знаковое знакомство для отношений. Еще с кем-то будет очень важный, интересный разговор. Не пропустите, да, обязательно разговаривайте, будьте коммуникабельны. Ну и обучение, если вы решите чему-то поучиться интересному, проявите любознательность, да, то это вам будет очень сильно на руку. Высшие силы так считают. Умеренность. Карта чисто для стрельцов.
Карта показывает, что в скором времени высшие силы посылают вам ангела-хранителя в виде какого-то человека, который будет вас защищать, охранять и помогать во всем. Может, это хороший друг или любимый человек. Также, дорогие стрельцы, у вас все исцеляется. Все сферы жизни исцеляются, но особенно физическое тело. Вы можете буквально исцелить свое здоровье. Карта показывает, что в жизни скоро все наладится, все будет хорошо, вы будете жить размеренно и ни о чем не переживать. Вы обретете внутри себя гармонию. Это очень важно. Девятка мечей. Послание для близнецов, водолеев и весов. О чем-то вы переживаете. Может, вам снятся кошмары? Конечно же, высшие силы считают, что это рвутся на поверхность, так скажем, из подсознания в сознание ваши способности. Может быть, сильные способности к ясновидению, может быть, общение с миром мертвых, может быть, еще какие-то способности к исцелению. Да? Вам нужно увлекаться чем-то. Может, начнете там даже с нумерологии, с астрологией, но главное, увлекайтесь. Семерка кубков показывает на уточнение, что, дорогие мои знаки воздуха, вы должны научиться расслаблять свое сознание. Вы слишком фиксированное сознание имеете. Слишком постоянно все поддаете логике, здравому смыслу. Поэтому вы заперли внутри себя, в подсознании. Ваши способности, они вас теперь тревожат. Они теперь рвутся наружу в виде снов, кошмаров и страхов, тревог, депрессий. Если вы распустите, отпустите, так скажем, на волю, да, свое сознание, подсознание, это все начнет уже как в интуицию, да, переходить. Интуиция начнет работать хорошо, вы знаки начнете считывать и без вот этих вот кошмарений, да, которые у вас происходят. И все наладится, конечно же. Ну и последнюю карту достаем. Двойка кристаллов. Тельцы, девы и козероги. Карта показывает второй источник дохода. Хочешь жить, умей вертеться. Мало того, что у вас выпала восьмерка кристаллов, когда вы много работаете, вас ценят как профессионала, но вы еще свои способности можете вкладывать в соседний бизнес или в какую-то еще работу, работу на дому. Ну что ж, как говорится, пахать не перепахать. Вы у нас самые пашущие знаки зодиака, работаете на всех остальных знаках, на все остальные знаки, да. Вот, через вас как раз они и получают свои доходы, пользуются всеми ресурсами, да. И, ну, пахать, значит, вам нужно на двух работах уже, как считают высшие силы. Но на самом деле это шутка. Может быть, вы в два вида деятельности или какие-то, может быть, не знаю, фонды будете инвестировать что-то, свои деньги, да. То есть откуда-то может идти не обязательно активный источник дохода же, пассивные деньги. То есть когда вы заставляете деньги работать, почему вы об этом не думаете? То есть вам нужно думать и об этом, да, что не только пахота вам там, не только вы должны целый день трудиться, а еще можете заставить деньги работать. Там, не знаю, квартиру купить и сдавать ее. Или еще что-нибудь, там мини-отель открыть, там, или кофейню, или магазин там в интернете. На eBay может торговать, на Амазоне. Подумайте над этим, земные знаки. Но также карта показывает, что вам нужно вообще, в принципе, кому-то продемонстрировать свои способности. Может, это даже в любви. Высшие силы вообще считают, что если вы себя показываете, хотя я вообще с трудом представляю земные знаки, которые себя не показывают, но если вы себя показываете, вас ценят. Если не показываете, не рассказываете там, да, о своих там благих каких-то намерениях, поступках, кто это оценит, кто об этом узнает? Никто. Вот, поэтому заявляйте об этом. Ну вот такой сегодня у нас был расклад послания от высших сил. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Пишите, ставьте лайки и до новых встреч.